Здравствуйте, дорогие наши зрители! Меня зовут Диана Гараева, и я с большим удовольствием представляю вам проект Башкирского государственного театра кукол «Интервью с актерами». 14 августа свой юбилей будет отмечать заслуженная артистка Республики Башкортостан, актриса и режиссер театра кукол Виктория Щербакова. Виктория Александровна – одна из ведущих актрис театра кукол. Она исполняет центральные роли в спектаклях разной стилистической и возрастной направленности, и все они неоднократно находили отклик у зрителей и получали хорошие отзывы профессионального сообщества. Из ее последних актерских работ стоит особенно отметить спектакли «Волшебник изумрудного города», «Морозко», «Тысяча и одна ночь», «Буратино», «Сказка о царе Салтане», «Гуси-лебеди», «Три поросенка». Здравствуйте, Виктория Александровна. Здравствуйте, Диана. Виктория Александровна, скажите, пожалуйста, вы помните тот момент, тот период в вашей жизни, когда вы захотели стать актрисой? Тот момент, я даже не знаю, это было все очень органично произошло. Все началось с моего двора, в котором я провела все детство. Это было на улице Цурюпа. Сейчас все эти дома уже снесли. Летом не всех детей родители могли отправить в пионерский лагерь. Или там на одну смену только детей отправляли. Мы оставались одни и были предоставлены сами себе. У нас не было ни телефонов мобильных, ни компьютеров. По телевизору нам разрешали смотреть только мультфильмы, и то, когда родители разрешали. Но летом было так хорошо и так классно. А у нас был потрясающий совершенно двор. Мы каждое утро выходили, звали друг друга. Сначала играли в какие-то такие обычные детские игры, потом нам становилось скучно, а с возрастом вообще скучно в одни и те же игры играть и не выходить из двора. Мы начали придумывать себе развлечения, и вот так получилось, что так совершенно случайно вокруг меня стало образовываться много народу, которым было интересно со мной общаться во дворе. Из разных дворов ребята стали приходить, мы начали придумывать какие-то сначала сценки, истории, песенки из любимых фильмов. Ну и, в общем, начали создавать свой дворовый театр. А вы были организатором? Ну вот да, так вот получилось. Не специально. Совершенно все это органично. Вот. Не знаю как. Может быть, это было уже суждено мне. Откуда там, я не знаю, может, свыше, не знаю, непонятно. Что мы делали? Мы делали афиши, рисовали афиши. Это уже занятие для детей, правильно? Потом все дети тащили из дома все, что могли, всякие тряпочки, бумажечки, там, я не знаю, все, краску, ножницы, клей, как в Буратино, клей, ножницы, бумага. Потом делали билетики, раздавали своим родителям, и в какой-то день собирались родители с разных дворов. На нашей у нас была импровизированная сцена, была перетянута веревка во дворе, на которой висели простыни, на простынях были такие, как лоскутное одеяло, какие-то вырезки из каких-то тоже журналов театральных, еще из чего-то, в общем. И вот по правде, прям вот мы все это, прям настоящий там спектакль или концерт какой-то был театрализованный. Родители в конце, там, естественно, там аплодировали, кричали «Браво!», денег, кто хотел, давали нам монетки какие-нибудь там, в основном приходили с вкусняшками, там, с фруктами, какими-нибудь соками, с кваском. Вот и после спектакля мы все артисты, которые представляли это все для родителей. Родители благополучно уходили, а у нас было пиршество. В общем, и так год за годом, лето за летом это и продолжалось. Вот. Но, естественно, предполагается, что я должна была ходить в драм-кружок. Я так думаю, в школе. Да. Но это в драм-кружок я, наверное, начала ходить с класса 6. Получилось это так. У нас появилась в школе, я училась в 3-й школе, на Пушкина. Учительница русского языка Людмила Анатольевна Санникова, которая стала вести и драм-кружок. Людмила Анатольевна до этого работала еще здесь, в театре кукол, реквизитором. И была очень знакома хорошо с Зайцами, с Юрием Васильевичем и Антониной Николаевной.
И вот я так думаю, вот с этого момента у меня началось именно такое внутреннее какое-то вот такой вот восторг, желание общения, ну, во-первых, с такими интересными людьми, что выходило за рамки двора и школы. И мало того, у нас Людмила Анатольевна, собрав этот драм-кружок, водила в гости и к зайцам или там еще к кому-то. И именно к театру кукол у меня почему-то совершенно другое отношение началось. Раньше я даже не представляла, ну, честно говоря, учась там в школе, я в театре кукол была, может быть, 2-3 раза. Вот. Вы учились в Нижегородском театральном училище? Да. Как я понимаю. Да, закончив школу, я поехала поступать конкретно на кукольное отделение. Я поступила. У нас был потрясающий курс с ребятами, с которыми мы до сих пор переписываемся, созваниваемся. И что удивительно, мы друг другу можем позвонить в любой момент, как будто бы мы только вчера расстались. И у нас есть общие темы, конечно, они и другого уже плана, уже сегодняшней жизни, о том, у кого как судьба сложилась. И, в общем, мы не теряем связь. Это очень здорово. Вот. И это училище Нижегородское теперь носит звание Евгения Евстигнеева. Это уникальная театральная школа со своими какими-то традициями. Такая семья потрясающая, просто потрясающая. Педагоги уникальные совершенно. Сейчас вот уже молодые педагоги приходят, они выпускники этого училища, они после училища уезжают в другой город, в какое-то высшее заведение какое-то, заканчивают и возвращаются уже педагогами. Это очень интересно. И это такой дом, он всех принимает. И там действительно уникальная школа, потому что все оттуда выходят профессионалами. И выйдя оттуда, я уже была полностью подготовлена к жизни в театре. Нас там постоянно по головке не гладили, там не говорили: ой, быстрее заканчивайте, придете в театр, как там будет хорошо. Нам наоборот говорили: готовьтесь, там все будет по-другому. Вас так любить не будут, как здесь любят. Там будет то-то, то-то и то-то. Вот. Мало того, надо быть не только подком, что там будет то-то и то-то и то-то. Надо владеть все-таки профессией. И придя сюда, в театр, получилось так, что все актрисы, примерно там плюс-минус там более-менее молодые, они все оказались в декретном. И все роли героинь пришлось играть мне. И мне не было страшно. Нет, конечно, мне было страшно, однозначно, но я понимала все, что надо делать, и поэтому мне не было с этой точки зрения страшно, и я не боялась браться за что угодно. И вот это был такой период, у меня было просто долго-долго-долго колея героинь. Бесконечно героини. И в какой-то момент мне так стало скучно просто. И вот, наоборот, какие-то предлагали, там, предположим, эпизодические роли, что-то такое. Мне, наоборот, это было интересно. И даже вот у меня есть фотография одна, вот там в фойе, она до сих пор висит. Много-много зайцев. Был период, когда так получалось, и во всех спектаклях, как бы я, например, как там, лисенок, который не хотел быть хитрым. Да? Я там играла Туту Карлсон, цыпленка. Но в эпизоде зайца играла. Маму зайчиху и зайчонка играла. Вот. И, в общем, там море. Да. И даже играя в спектакле какого-то другого персонажа, добавочный у меня все время был заяц какой-нибудь. И все зайцы, они были разные. Я сама стараюсь все характеры делать разными, чтобы они были органичны, интересны для зрителя. Но для себя, как для актрисы, я позиционирую все в тот период зайцев этих, они все разные. Но они и сейчас у вас продолжаются, зайцы. Хотя, можно сказать так, с Зайца все и началось, потому что меня к поступлению готовил Юрий Васильевич Заяц. Вот так. Они ведь тоже, насколько я знаю, выпускники Нижегородского театрального училища. Да. И вот так здорово, что такая, я не знаю, преемственность, что ли. Да. И мне удалось, кстати, поработать еще с Гараниным Володей, который тоже выпускник Нижегородского училища, и со Светой Курепиной, которая тоже выпускница Нижегородского училища. Но Света, она потрясающая просто. Вот Володю Гаранина я видела только, знала. Удалось мне только в одном проекте с ним пообщаться. У нас был, он ставил «Ночь перед Рождеством».
до... Ну, там была еще одна редакция «Ночь перед Рождеством», ее ставил другой уже выпускник Нижегородского театрального училища Игорь Альбертович Копатов. Вот. То есть у нас тут и все профессионалы, заметьте, очень хорошие люди, замечательные, именно профессионалы своего дела. Вот. Вам сейчас и вообще в живом плане нравилось играть? Или все-таки кукол больше любите? Люблю кукол больше. Вообще, ну вот я такую вещь скажу, что я человек, честно говоря, такой закрытый. Я жутко стесняюсь там многих вещей. Вот у меня тут эти значки есть. Это вот освободилась от зажимов. Это когда я, значит, поступила в училище, и студенты посвящали нас в студенты. Ну, вот, надо освободиться было от зажимов. Это такой девиз. Вот, так вот, я освободилась, но не освободилась все равно. И как будто бы кукла, ну, мне дает повод больше раскрыться. Или там маска какая-то, или образ какой-то. Пусть даже вот я просто вот, ну, кепочку надену, и я это уже не я. То есть я все равно закрываюсь, чем-то прикрываюсь, и тогда могу быть тем, кем вот могу. У вас есть роль, которую вы хотели бы сыграть, о которой вы мечтаете? Нет, мне все роли дороги, мне все, что предлагают режиссеры, мне все это интересно, потому что если мне это предлагают, значит, возможно, я могу это. Почему не попробовать? Нет, у меня нет таких мечт. А какие-нибудь роли у вас были, которые давались вам особенно сложно? Может быть, которые больше бы времени требовали для подготовки? Да не знаю. Каждая роль по-своему и проста, и сложна, понимаешь? Я не могу сказать, что та была сложнее, эту я люблю больше. Вот я все свои роли люблю. У вас есть кумиры среди кукольников? Ну, конечно, самый главный кумир, который многие-многие годы у меня здесь перед глазами, это Айрат Акрамович. Конечно. Айрат Ахметшин, народный артист Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, немножечко о том, как вы ведь, когда устраивались в театр, как раз он вас принял, он как раз был в качестве главного режиссера в Башкирском театре кукол. Очень хорошо меня в театре приняли. Мне всегда казалось, что наш театр — это настоящая семья. Виктория Щербакова была принята в труппу Башкирского государственного театра кукол в 1993 году, сразу после окончания Нижегородского театрального училища имени Евгения Евстигнеева. Расскажите, пожалуйста, о своих первых спектаклях, о первых ролях в Башкирском государственном театре кукол. Как начинался ваш путь? Одним из первых спектаклей был «Сладкий пирог». Когда я пришла, как раз его только-только поставила Руфина Анатольевна. В этот момент работала Зайнаб Нуридиновна, Павел Романович Мельниченко. Зайнаб Нуридиновна была завтруппой. И меня она вводила по всем репетициям, которые шли в этот момент в театре. И везде каждого режиссера говорила: у нас новая артистка, берите ее в спектакль. Павел Романович такой сидит, я помню, она привела меня, значит, только-только начинали репетировать спектакль «Колобок» в тот момент. Вот. И Павел Романович растерялся и сказал: ну ладно, хорошо, Зайнаб Нуридиновна, но только у меня уже все распределены. Вот. Ну, он сказал: нет, вот, это такой Зайнаб Нуридиновна, потрясающая женщина. Вот. И... Ну, в общем, и так и везде продолжалось. И в итоге я оказалась занята во всем репертуаре нашего театра благополучно, чему несказанно радовалась, независимо от того, там, что там я птичку держала, ножку держала, или играла главную роль, или там второстепенную. Все это меня всегда радовало. И уходя в отпуск, после того, как я вот, только пришла, полгода отработала в театре, и отпуск начался. Я просто не знала, что бы такое сделать, чтобы отпуск, такой монтаж был, чтобы раз и кончился отпуск. И вот многие-многие годы
действительно, я не могла быть в отпуске, потому что мне хотелось все время на работу. Ну, с возрастом, конечно, становишься степеннее, уже там усталость где-то поднакапливается, поэтому в отпуске отдыхаешь с удовольствием. Ну и также с удовольствием приступаешь к работе. Один из таких веселых, интересных спектаклей, классных, честно говоря, в тот момент, я не знаю, зрители вообще-то смотрели хорошо, был спектакль «Ковбойская история», но это была уже вторая редакция «Ковбойской истории». Первую я не видела, не знаю, а вот в этой второй редакции я уже участвовала. Этот спектакль поставил Игорь Альбертович Копатов, который тоже был выпускником Нижегородского театрального училища. Вот. И в этой ковбойской истории мы вместе с моим мужем играли... Виталий Щербаков, заслуженный артист Республики Башкортостан. Сыграли как пару, можно сказать. Значит, он играл, даже программка у меня сохранилась. Сейчас мы скажем, что кто кого играл. Рони — благородный ковбой, Виталий Щербаков. А Кэтрин — самая красивая девушка ковбой-сити, Виктория Щербакова. Также в этом спектакле играла еще одна выпускница нашего училища, Светлана Курепина. Потрясающая, удивительная артистка. Вот я не устану это повторять, как жалко, что она сейчас у нас не работает. Вот. Но она от Бога просто кукольница, потрясающая женщина. Также играл Юрий Заяц в этом спектакле. Негодяя и мерзавца Билл Глаза. Айрат Акрамович играл мистера Самуэля. И также, Орлиного когтя. Он был индеец Джо. Такой он сидел, появлялся так и говорил: «Хау! Я все сказал!» Это было потрясающе. Какие спектакли вы больше всего любите сейчас из современных спектаклей театра куклы? Какое-то большое значение вообще в театральной нашей жизни. Например, сыграла спектакль «Звездочка». Поставила его выпускница Санкт-Петербургской академии театральной Наташа Хахалкина по пьесе Никиты Шмитько. Вот в этом спектакле я не играю главную роль, но роль, которую я там, играю медвежонка и тоже зайчика. Вот. Они мне очень дороги, очень милый спектакль, потрясающий, необычный, неординарный, какой-то глубокий и в то же время душещипательный, такой и нежный одновременно спектакль. Мы с ним ездили на многие фестивали, в театре играли очень много этот спектакль. На него с удовольствием его смотрели дети и взрослые. И даже в честь этого спектакля у нас прошел фестиваль. У каждого... Есть у каждого из нас звездочка своя. Да. Вот этот спектакль мне очень дорог. Я бы тоже хотела добавить, что этот спектакль был первый, который я посмотрела в театре кукол, когда уже устроилась сюда на работу. Мой первый спектакль во взрослом возрасте, кукольный, который я видела. И он на меня большое впечатление произвел. А за последние 5 лет я могу сказать. Почему 5 лет? Потому что 5 лет назад я повысила свою квалификацию. Теперь я не просто артистка, я еще и режиссер. Виктория Щербакова постоянно работает над собой. Желание развиваться и открывать в себе новое привело актрису в Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова, где она в 2016 году получила высшее режиссерское образование. В то же время она прошла обучение на форуме фестиваля «Навруз» в городе Казань по курсу мастерства режиссуры у профессора Юрия Альшица, на форуме фестиваля «Рабочая лошадка» в городе Набережные Челны по курсу мастерства режиссуры у Виктора Шраймана. И за последние 5 лет, как ни странно, я поставила уже, я попыталась сосчитать, 11 спектаклей. 11 спектаклей. В качестве режиссера-постановщика Виктория Александровна выпустила спектакли «Малыш и Карлсон», «Что такое Новый год?», «Девочка и пришелец», «О чем поет осень?», «Почему весна красна?», «Красная шапочка», «Любовное приключение», «Свет сказочной страны», «Живи», «Три поросенка», «Чем пахнут одуванчики». Подумать только за 5 лет. Почему вы вообще решили стать режиссером?
Ну, наверное, вот опять же вернемся туда, во двор, когда вокруг меня собирались люди, и я видела, но это были мальчишки-хулиганы, понимаете? Они были, ну, оболтусы, и их родители потом приходили и говорили моим родителям: пусть приходят к вам, пусть они разговаривают с Викой. Вот, ну, может быть, вот оттуда это все идет, потому что, ну, мне самой нравится то, что я делаю. Мне нравится заражать людей, мне есть что сказать людям. Ну, вот, например, без зрителя мы же ведь не можем существовать. Но и главное, чтобы зритель был, ну, не только внешнюю сторону показать, а хочется передать те мечты, может быть, свои, ту боль, какие-то вопросы, которые ты сам не можешь разрешить, ты задаешь их зрителям. Мне это интересно, это такой психологический какой-то момент изучения. Мы вас, а вы нас. Вот это очень интересно. И мне нравится дарить людям счастье, на самом деле. Когда человек улыбается, когда вот он со слезами на глазах, там, не знаю, аплодирует, да, и у него же что-то в душе происходит. Пусть он не знает артистов, которые играют на сцене, не знает режиссера, который поставил спектакль, осветителей, которые тоже там играют всю эту историю. Но, возвращаясь домой, у него что-то в душе меняется, и он хочет со своим ребенком пообщаться. И хочет тоже сделать что-то хорошее. Даже если это вот, ну, боль какая-то, и какое-то воспоминание из детства затрагивается. Потому что у всех в детстве было что-то такое, что-то неразрешенное. И хочется спросить: а у вас так? А вы как? А вы что чувствуете? Потому что взрослый — это все равно большой ребенок. И некоторые дети даже более взрослые, чем сами взрослые. Как это вот ни странно, такой каламбур звучит. Потому что вот иногда на ребенка смотришь, и я вот у своих детей училась, например. Поэтому мне вот эта профессия и вот это режиссерские какие-то вот мои задумки, истории, которые вот уже сейчас происходят на сцене, мне так это все нравится. И я люблю артистов, потому что я знаю, как это сложно быть артистом, потому что артист такая тонкая структура, его можно обидеть. Просто так, проходя, человек, может быть, настраивается, а кто-то вот, ну, вот колкость какую-то вот неприятно, и у человека все, он закрывается, артист закрывается, и невозможно его раскрыть. Этого делать нельзя. Невозможно всех прям вот, ну, любить, но уважать какую-то вот его актерскую какую-то вот эту вот позицию, мастерство. Это очень-очень важно. Вот. Всех люблю. В 2017 году Виктория Щербакова была удостоена звания заслуженной артистки Республики Башкортостан. В 2018 году была удостоена номинации «Лучшая актриса» за роль королевы в спектакле «Принцесса Крапинка» на Международном фестивале театров кукол «Ассалам алейкум» в городе Актабе, Казахстан. Виктория Щербакова ведет постоянную работу с молодыми артистами, делится с ними опытом и помогает обрести себя в профессии. Что-то хотелось бы пожелать нашим зрителям? Что я могу пожелать нашим зрителям? Приходите к нам в театр. Мы рады всегда вас видеть. Театр кукол — это история вообще про жизнь, про все, потому что все мы всегда играем. И вот даже артисты живого плана, мне кажется, в них нет столько волшебства, сколько в нас. Приходите и подарите детям сказку. Спасибо вам, Виктория Александровна, за беседу. С юбилеем вас, с наступающим. Желаем вам любви, новых интересных спектаклей, благодарных зрителей и всего-всего, чтобы все ваши желания сбылись. Спасибо. Спасибо. До свидания. Приходи в театр, друг, радостный, беспечный, заискрится мир вокруг сказкой бесконечной. Есть на свете чудеса, в них поверьте дружно, детский смех и доброта.
что сказке нужно.